12 сентября на календаре день недели. Пятница – это утро Якутии на телеканале Якутия-24. Вместе с вами мы встречаем сегодняшний пятничный день, точнее пока что пятничное утро. И если вы смотрите и слышите меня, значит день у вас пройдет обязательно хорошо, потому что, мы вот так предполагаем, что люди, которые встречают день вместе с утро Якутии, у них все хорошо в течение дня проходит. Ну а чтобы закрепить этот результат, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, там тоже в течение дня много всего интересного выходит, то, что вас может заставить подумать или даже улыбнуться, в целом зря времени не потратите. Вот с такими вводными начинаем сегодняшний день, и по традиции, конечно же, расскажем в самом начале о том, что нас за окном сегодня ожидает. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 8 до плюс 17, в заречной группе от плюс 7 до плюс 18, в южных от плюс 9 до плюс 12. В Вилюйской группе от 5 до 10 градусов тепла, в Нижнеленских от 4 до 10 со знаком плюс, в западных от плюс 4 до плюс 15. В Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 3 до плюс 15, в Янских от плюс 5 до плюс 13, а на северо-западе от 0 до плюс 5. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 5 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается переменная облачность, вечером ожидается дождь, ветер юго-западный 3 метра в секунду, а температура воздуха в течение дня в Якутске будет колебаться между отметок плюс 8, плюс 17 градусов. Ну а далее наши коллеги из информационной службы быстренько расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Поэтапный переход на российский газ начнется в части юрточных районов монгольской столицы в новом отопительном сезоне, который стартует уже 15 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте по контролю за атмосферным воздухом и загрязнением окружающей среды. Пока на него перейдут только 5000 домохозяйств в юрточных районах. Их жители, использующие газовые обогреватели, с 15 сентября по 15 мая получат стимулирующие в размере около 900 тысяч тугриков. Это более $250, рассказали в ведомстве. По информации, на 171 тысячу домохозяйств в юрточных районах приходится 55,6% всего загрязнения воздуха в Улан-Баторе. Использование газа снизит смог на 10-12%. В Нюрбинском районе с 2018 года была основана Нюрбинская кормовая компания, которая уже ежегодно занимается посевом и уборкой зерновых культур. В этом году к сбору урожая приступили вовремя. На пашне работает комбайн «Векта Нова» и трактор «Беларусь». Собранное зерно вывозится на базу в селе Сюльцы, где очищается и складируется. Напомню, кормовая компания с 2022 года заключила договор с АГАТУ для сотрудничества. И по этой линии уже 5 студентов второго курса агроинженерного отделения проходят практику на месте. На зерновые культуры посеяно 300 гектаров. Планируем, если погода хорошо, погода позволит, планируем сбор урожая где-то 250 тонн зерна. В Якутии тем временем активно проходят работы по сбору урожая. Учащиеся школы номер 1 Верхневилюйска приехали выкапывать картошку. Бараховцы с 5 по 11 класса ежегодно так помогают школе. Весь сбор будут употреблять в пищу в школьной столовой, как и другие тепличные овощи пришкольного участка. Кроме работы, дети проводят различные игры. Когда находят картошку интересной формы, например, изготавливают поделки, а композиции предоставляют на выставке. Семена мы брали с Хангаласского улуса, сейчас на предпринимателя, где-то 45 мешков. Этот у нас участок площадью 2 гектара. И в прошлом году мы из этого участка собрали где-то 5 тонн. Хотим достигнуть прошлого года тоже 5 тонн.
Патриотизм и экология идут рука об руку. В Якутске больше сотни человек присоединились к акции «Лес Победы». 600 саженцев сосны посадили, чествуя героев Великой Отечественной. Участие в акции приняли студенты и школьники, а также сотрудники различных предприятий республики. Деревья высадили геоглифом, они формируют надпись «Победа-80». Располагается памятный сосновый бор на территории гидромедцентра. В день зеленого четверга, да, это наш экологический проект, который мы 5 июня этого года, в День эколога, на территории республики запустили. Проводятся различные природоохранные мероприятия, ну, начиная с самых простых, это уборка территорий, да, природных ландшафтов, посадка деревьев, выпуск рыбы, ну, очень разные природоохранные мероприятия. И сегодня мы как раз садим первые на территории республики, как мы, изучив разнообразные материалы, мы считаем, что первый все-таки геоглиф со словом «Победа-80». В Национальном художественном музее на выставке «Стихия» Даши Намдаков состоялась творческая встреча цикла «Слышу звон». Погружение в мир искусства прошло на якутском языке, а цель мероприятия – возрождение коренного якутского кузнечного ремесла. Посетители ознакомились с работами выставки, обсудили вопросы сохранения традиционных методов якутского кузнечества и мастера Романа Алексеева. Такие встречи с народными мастерами запланированы и на этой неделе. Мы уже третий год пропагандируем, показываем и восстанавливаем именно сыродутную выплавку акрилового железа и пытаемся рассказать, показать, как наши предки добывали из камня, из руды акриловое железо. И с этого железа мы пытаемся реконструировать данные изделия. Спасибо нашим коллегам. Ну, а уже завтра нас встретят выходные, и чтобы встретить их во всеоружии, бодрыми, энергичными и полными сил. Самое время размять мышцы. Осенний воздух за окном свеж и прохладен, но именно это и нам поможет взбодриться по-настоящему. Так что давайте вместе прогоним остатки сна, запустим нашу внутреннюю печку. Кстати, знаете ли вы, что традиция массовой утренней зарядки зародилась почти 100 лет назад? В 1929 году на московском радио впервые вышла в эфир программа «Утренняя гимнастика», и под радиоприемники выстраивались целые дворы. Это было невероятно популярно. Мы же с вами продолжаем эту славную традицию и посмотрим за упражнениями, которые нам покажет наш спортивный инструктор. Всем привет, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем наш день максимально заряженно. Сегодня мы сделаем функциональную тренировку. Наша цель – это поднять пульс до разжигания и удержать. Упражнения максимально легкие, просто повторяете за мной. Итак, первое наше упражнение. Делаем удары в сторону. Левая, правая, левая, правая. Каждый раз выдыхаем. Выдох, 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 выдох. Выдох, 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 выдох. Ноги максимально высоко. Выдох, выдох. Есть. Следующее упражнение. Пинаем вперед. Выдох. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Поднимаем максимально высоко. Выдох, 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 выдох. Выдох. Так, и следующее наше упражнение, чуть усложненный вариант. Делаем шаг назад и пинок вперед. Левая, потом правая. Левая, пинок, потом правая. Дышим, спину держим прямо. Выдох. 20 секунд. И последнее. Молодцы. Так, и наше последнее упражнение – это планка на прямых руках. Мы прогибаемся, растягиваем пресс и при выдохе таз поднимаем. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Молодцы. Давайте еще 3 раза. 1, 2, 3. Все, давайте все вместе сделали вдох хорошенько и выдох. Молодцы, похлопали друг другу. Всем удачного дня. Пока. Вот и завершилась наша бодрая разминка. Я думаю, проснулся аппетит. Это прекрасный знак, ведь после физической активности любая пища усваивается гораздо лучше, даря нам не только вкусовое удовольствие, но и максимум пользы.
Поэтому самое время подкрепиться, и как раз к этому моменту мы приготовили нечто изысканное. Сегодня в рубрике «Блюдо дня» узнаем, как превратить простое и всеми любимое блюдо в настоящий ресторанный шедевр. Готовы удивляться? Тогда встречаем воздушные блинчики с нежнейшим муссом из крабового мяса. Это идеальное сочетание, легкое белковое угощение, которое станет и сытным завтраком после зарядки, и прекрасной идеей для изысканного ужина в выходные. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Андрей, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня мы с вами на завтрак приготовим французские блинчики сюзет с муссом из крабового мяса. Для этого мы используем сливки 33%, 50 грамм творожного сыра Филадельфии и 65 грамм мяса снежного краба. Первым делом мы с вами начнем с приготовления мусса. Чтобы в дальнейшем убрать его в холодильник, для того, чтобы он застыл, пока мы будем готовить блинчики. Что мы делаем? Берем, значит, миску, 50 грамм сливок, выливаем и взбиваем до кремообразного состояния. Важно в этом деле сливки не перебить, потому что они потом в дальнейшем могут начать расслаиваться. Все, и получаем вот такую вот плотную массу, которая у нас с миски не выливается. Далее, пока мы также занимаемся взбиванием и смешиванием наших ингредиентов, мы заранее ставим сотейник с водой на плиту для того, чтобы ошпарить крабовое мясо. Мы это сделаем для того, чтобы оно разбухло, стало волокнистым и мягким. Потому что мы потом в дальнейшем будем его перебивать блендером. Добавляем 50 грамм сыра сюда же и используем кинзу. Кинза имеет довольно-таки специфический аромат и запах. Не все ее любят, но я вот по своему вкусу кинзу люблю, поэтому ее добавляю практически везде. Я считаю, что она хорошо сочетается с морепродуктами. Блинчики сюзет отличаются от обычных блинов своей пышной пористой структурой. Все благодаря технологии вообще приготовления. Она не совсем обычная. В дальнейшем я об этом расскажу и покажу. Сейчас у нас вода уже закипела, и мы отправляем туда наше крабовое мясо буквально на пару минут. Оно уже предварительно размороженное, поэтому его долго слишком не нужно держать в кипятке, иначе оно совсем все в кисель превратится. Все, наши крабовые палочки готовы. Сейчас мы уберем всю воду. Пока они остужаются, мы начнем приготовление наших блинчиков. Емкость должна быть обязательно сухая, без воды, иначе у вас белок просто не взобьется. Начинаем с минимальной скорости, постепенно ее увеличиваем. Также можно добавить половину от нормы сахара или сахарной пудры. Так, наш белок готов. Тем временем вся вода от крабового мяса у нас сцедилась. Мы смешиваем это все со сливками и творожным сыром и пробиваем блендером. Тем временем мы возвращаемся к приготовлению наших блинчиков. Что мы делаем? Значит, мы соединяем желтки с остальным количеством сахара или сахарной пудры. И все это взбиваем. Взбиваем до появления такого характерного белого кремового цвета. Соединяем с мукой, уже просеянной, и 250 литров молока. Немножко соли. Убедившись, что мы все хорошо взбили до однородности и у нас нету комков, мы соединяем массу из белков с нашим основным тестом. Взбивать не нужно, иначе белки просто осядут, и мы не получим тот эффект пышности, который нам нужен.
Просто это все ложкой перемешиваем. Итак, наши блинчики готовы. Мусс у нас остыл до нужной консистенции. Приступаем к выкладке. И для украшения используем микрозелень. Наши блинчики сюзет с муссом из крабового мяса готовы. Приятного аппетита! Говоря о вкусной еде, невольно вспоминаешь, что любое, даже самое изысканное блюдо становится по-настоящему ценным, когда делят его с близкими. Ведь за общим столом рождаются самые теплые разговоры и укрепляются семейные узы. И сегодняшний день посвящен как раз этой простой, но такой важной ценности. Отмечается сегодня День семейного общения. Этот неформальный праздник, призывающий отложить все дела и провести время с родными, особенно популярен в российских регионах. Его инициаторами стали сами жители, и он отлично прижился. Осенняя погода как нельзя кстати располагает к тому, чтобы собраться всем вместе за большим столом, испечь те же самые блинчики или просто пообщаться друг с другом. Берите на заметку, ну а мы далее узнаем, какими еще событиями знаменателен сегодняшний день. На календаре 12 сентября. По народному календарю Александр Сытник. Сытником День Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Обыкновенно готовили сытную кашу, ячменную, на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не случайно в народе говорили «сытно с хлебом жить». Это день в истории. Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги, башмаки скобами и гвоздями. В Мюнхене впервые прозвучала «Симфония тысячи» Густава Малера. Во Франции найдена пещера Ласко. Состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ле Бовье. Ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну. В этот день родились Франциск I, французский король на династии Валуа, Ирен Жюльо-Кюри, французский физик, нобелевский лауреат, Татьяна Доронина, советская российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка Советского Союза, Владимир Спиваков, советский российский дирижер, скрипач, педагог, народный артист Советского Союза, Ирина Роднина, советская фигуристка, олимпийская чемпионка, российский общественный деятель. Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гаврил, Григорий, Данила, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел и Петр. Вот узнали о знаменательных датах сегодняшнего дня. Теперь давайте заглянем вообще вот в ближайшее будущее, ближайшие выходные. В этом году Якутск отмечает 393-летие со дня образования. И уже с завтрашнего дня начнется череда праздничных мероприятий. Вот о том, какие сюрпризы, яркие события ждут якутян в эти праздничные дни, мы поговорим с Марией Павловой, заместителем начальника управления обеспечения деятельности окружной администрации города Якутска. Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну сразу сходу, какая программа нас ожидает, на что обратить внимание, какие сюрпризы, может, приготовили? Программа у нас очень обширная. На самом деле День города начинается намного раньше, с 8 числа. Но горожан 13-14 ждут несколько площадок. Это площадь Республики, Старый город, парк, парк Победы. На каждой этой площадке будут активности. Всех горожан ждем, будет очень интересно. Какие-то площадки будут тематические. Ну, то есть будет очень интересно. А что-то прям вот из неожиданного? Неожиданное. Мы готовим очень интересный сюрприз. Снят клип на всеми любимую песню о нашем городе «Здравствуй, Якутск». И его презентация будет сегодня. То есть все выходные мы будем
с этой песней. Ну, в принципе, каждый год в эти выходные мы с Да, этой песней да. уже много лет, она же неофициальным гимном считается Да. нашего города. Вот. Ну, а отдельная категория людей, те, кто с детьми, выходные самое время с семьей провести, прогуляться по городу, тем более, ну, выходные, возможно, погода это позволит сделать в полной мере, куда вот с детьми можно будет сходить. Сегодня с детьми можно будет сходить в рамках Дня города на территорию Дворца детского творчества. Там будет организована ярмарка кружков, развлекательная программа для детей. Завтра и в воскресенье это будет парк наш культуры и отдыха и площадь Республики. То есть основные детские Основные мероприятия. детские можно. мероприятия, да. Вот. Теперь, понимая, что у нас всегда и география очень большая празднование, ну и в плане площадей, каких-то общественных пространств города, все перечислить за эфирное время невозможно. Тем не менее, вот куда бы сами сходили бы? Очень интересная программа будет в Парке Победы. Там будет концерт, посадка деревьев. Я сама лично бы очень хотела попасть на этот концерт. Также обширная программа в Старом городе. Это программа на 2 дня. И, конечно же, концерт на площади Республики звезд якутской эстрады. А так, сама я бы очень хотела попасть в этом году новшество. Это экскурсии по нашему городу. У нас новых 40 гидов профессиональных, которые смогут горожан в течение 2 дней провести по городу, рассказать об истории. Сама бы хотела попасть на экскурсию в Залоги. А как на эти экскурсии попасть? То есть какая-то предварительная запись? Да, есть предварительная запись. Информация размещена в средствах массовой информации, в телеграм-каналах. Идет уже регистрация. Первые экскурсии сегодня, субботу, воскресенье пройдут. То есть 3 дня экскурсии, Да. в принципе, ну, учитывая, что вот уже сегодня начинается, есть ли еще шанс попасть? Ну, может быть, просто места все разобрали, так понимаю, ограниченное количество. Ну, я думаю, что дальше это будет востребовано, и люди смогут записываться на эти пешие экскурсии. Ну, очень важно знать историю нашего города. Ну, то есть мы говорим о том, что как бы не только в рамках Дня города они пройдут, Да. они будут потом продолжаться. То есть если, дорогие телезрители, вдруг не успеете в эти дни попасть на эти экскурсии, но очень хотите, время еще будет. Один такой немаловажный вопрос для жизни города в плане инфраструктурный. Конечно же, мы понимаем, что безопасность в первую очередь, поэтому для проведения таких мероприятий часто перекрывается где-то движение. Можем ли мы сейчас сказать? Ну, просто предупредить людей. Да, куда конечно, ездить у нас завтра будет перекрытие дорог с утра. В связи с забегом «Этноран» будет перекрыт проспект Ленина частично, ну и также там подъездные дороги. Забег пройдет с 8 утра и до обеда. Но это единственное, получается, перекрытие, которые Да. масштабные нас ожидают. То есть тоже берем на заметку, дорогие друзья, в субботу 13 сентября, я почему-то уже думал, сегодня 13 числа, мы проспект Ленина в первой половине дня Да. будет недоступен, поэтому тоже учитывайте это при формировании своих Начиная от площади Дружбы и до дальше Сени Скобарова, Да. насколько я помню. Вот. Ну и важно, что, конечно, на слух не все хорошо воспринимается, и опять же, программа всегда обширная. Где с ней можно ознакомиться подробнее? С программой можно ознакомиться в телеграм-канале «Столица», на сайте города Якутска, также в ВКонтакте на странице города. Также сейчас активно идет рассылка по разным телеграм-каналам, в социальных сетях, в СМИ. А какое-то вот, ну, как правило, раньше на площади, вот последнее я помню, на площади Победы у нас проходил такой завершающий концерт Дня города. В этом году что-то подобное? В этом году завершающий концерт пройдет на площади Республики. Всех ждем, это будет очень интересно, начиная от оформления, заканчивая от самой программы. Там мы узнаем, сколько у нас родилось новых жителей на эту минуту. Да? То есть концерт будет очень интересный, насыщенный. Я думаю, никто не пожалеет, если придет. Ну, тем более новая площадь. Ну, Да. после реставрации такой масштабный, красивый. Ну что ж, дорогие зрители, берите на заметку. Все, что можно было за наше эфирное время успеть рассказать, мы попробовали рассказать. Ну, в соцсетях можно найти больше подробной информации. Также на сайте администрации города. Да. Мария, вам желаю хорошего дня, поздравляю с наступающим Днем города, ну и успехов в работе. Пусть праздник пройдет по-настоящему празднично, запомнится как минимум до следующего года, чтобы мы с хорошими впечатлениями этот год провели в нашем любимом городе.
Вот. Но в Якутске, как мы поняли, ждет нас масса интересных событий, но культура тоже не остается в стороне. Чем же вот можно интересным и познавательным заняться в эти выходные, ну и не только в эти, а в последующие дни? Ответ нас ждет в нашей рубрике «Музейный гид», и речь в ней пойдет о выставке, посвященной гиганту русской мысли, писателю, философу и просветителю Льву Николаевичу Толстому. Его произведение, как и его личность, это повод для глубокого семейного разговора в том числе, а также своеобразное общение с великим умом через века. Узнаем, какие уникальные экспонаты можно будет увидеть и почему эту выставку в Национального художественного музея точно нельзя пропустить. Национальный художественный музей открыл новую интеллектуальную, духовную выставку, посвященную великому писателю Льву Николаевичу Толстому. На выставке представлены работы 13 художников-скульпторов. Каждый из них по-своему взглянул на образ Толстого. Один из таких художников, который стал другом писателя, был Николай Николаевич Гер, русский живописец. Когда они встретились, то нашли друг в друге общие взгляды. Прочитав статью Толстого о переписи в Москве, Ге воскликнул: «Ну вот, наконец-то я услышал то, что хотел услышать. Наконец-то я понял, что я прав, и мой детский мир не померк. Во мне разгорелась искра, из которой будет пламя. Мне срочно нужно в Москву обнять этого дорогого человека». Дело в том, что статья была посвящена теме неравноправия, о том, что богачи, веселясь, радуясь жизни, в то время как простой люд, обычные крестьяне, народ голодают, живут в лишениях и болезнях. Итак, Николай Ге решил написать портрет Толстого. Он приехал к ним в Хамовники, ничего ему не мешало, потому что они друг другу очень доверяли. И Толстой говорил: «Если вдруг меня не будет в комнате, и вы спросите что-то обо мне, вам ответит Николай Николаевич, потому что он — это я». Портрет был выполнен, он путешествовал, так сказать, по передвижным выставкам. И когда он достиг Киева, Николай Николаевич приехал в Киев, забрал этот портрет, увез его к себе на хутор, где продержал его 7 лет. И отдал его, продал только Павлу Михайловичу Третьякову. Выполнив эту картину, вот взглянув сейчас на нее, мы можем увидеть, как это происходило. Конечно, это было в кабинете. Каждый художник трудился сам по себе. Мы видим, как Лев Толстой пишет трактат «В чем моя вера?». Это была его рукопись. В то время Толстой уже написал и Анну Каренину, и «Война и мир». И его занимали совершенно другие вопросы. И вот художнику так здорово удалось показать эту мыслительную операцию, это красивый, вдохновенный, созидающий интеллектуальный труд. Художник очень любил Толстого, а Толстой так отзывался о художнике. Он говорил, что этот удивительно добрый человек, какой-то старец с детской душой. Он подобен детям, ярким, открытым. И надобно всем нам быть подобно таким детям, когда мы уже собираемся в Царствие Небесное. В современном мире культура постоянно развивается и трансформируется, открывая новые грани творчества.
То, что раньше имело исключительно практическое значение, сегодня становится искусством. Взять, к примеру, огонь. Когда-то он служил лишь для обогрева и освещения, а теперь превратился в инструмент художественного самовыражения. В последнее время жители Якутска все чаще становятся свидетелями захватывающего зрелища огненных представлений, которые устраивают современные артисты. Кто же эти отважные люди, сумевшие приручить неукротимую стихию? Что движет ими, когда они вплетают языки пламени в танец? Подробнее в следующем сюжете. С незапамятных времен огонь занимал особое место в жизни человечества. Ему поклонялись как божеству, его страшились как неукротимой стихии. Но обойтись без него было невозможно. Способность управлять пламенем всегда считалась прерогативой избранных. В древности это умение приписывалось колдунам и шаманам, а в наши дни им владеют профессиональные артисты – фаерщики. История одного такого коллектива началась с увлечения студента Роберта. Тогда это было просто хобби, а сейчас это переросло в настоящее дело, и он собрал целую команду, которая дарит зрителям огненное искусство. Первые тренировки были в университете в Кфене. Там на первом этаже есть большое зеркало раздевалки, и мы там стояли после учебы и каждый день там репетировали. Мы сделали из носков и веревок огненные, ну не огненные, пои называется, ну, которыми крутишь. И так репетировали. Первый опыт, конечно, всегда страшный. Были маленькие ожоги, как обычно у начинающих, но потом научились. Путь команды начался как семейный проект. Супруга Роберта сначала выступала с ним в паре, а теперь занимается созданием костюмов и реквизита за кадром. Позже к команде присоединилась племянница Роберта, Татьяна. Уже 6 лет она выступает вместе с дядей, совмещая огненное шоу с учебой в институте. По признанию Татьяны, перед каждым выходом на сцену ее охватывает волнение, ведь работа с огнем требует особой осторожности. Однако, как только начинается выступление, страх отступает, уступая место адреналину, а движения становятся четкими и уверенными. Я обо всем забываю во время выступления. У меня перед глазами только вот люди, перед которыми я выступаю, и вот мой огонь. Участники коллектива подчеркивают, ключ к успеху в их профессии – это глубокое понимание и уважение огня. Ведь это не игра, а опасная стихия, требующая полной концентрации. Основные инструменты фаерщиков – это пои, веера, огненные обручи. Но, как говорит одна из участниц коллектива Мария, самое важное – это чувствовать огонь всей душой. Постоянно надо понимать, что сейчас происходит, сколько у меня этого огня, кто находится рядом. В фаер-шоу очень много девушек, и я бы сказала, что не согласна со стереотипом, что это не женское дело, потому что фаер-шоу — это прежде всего, на мой взгляд, танец. Это форма искусства. Я получаю именно удовольствие от того, что мы вместе с командой создаем какой-то вот пластический рисунок. Полюбоваться этим удивительным зрелищем может каждый желающий житель Якутска. Достаточно просто прогуляться по городу в вечернее время суток. Профессиональные артисты регулярно радуют горожан своими выступлениями, делая городскую среду ярче и интереснее. Илана Захарова, Аэлита Махно, Джулус Винокуров, Якутск. А тяга к адреналину и острым ощущениям свойственна не только людям. Герой нашего следующего сюжета доказывает, что для настоящей отваги не важен ни рост, ни вид. Его стихия не огонь, а воздух, скорость и вода. Если вы думаете, что кошки боятся воды и высоты, то этот пушистый смельчак из города Арсеньев кардинально изменит ваше представление. Итак, знакомьтесь, кот-экстремал по кличке Тотя. Как четвероногий прыгает с парашютом, катается на горных лыжах и сплавляется по реке, узнаем прямо сейчас. Ну что, Тодь, доволен вечерней прогулкой? А? Или, может, что-нибудь поинтереснее придумаем? Кот по кличке Тотя из Арсеньева скоро прославится на всю страну, благодаря своему хозяину Ивану Кузнецову, который любит экстремальные виды спорта. Тотя – верный напарник во всех приключениях. Недавно в тандеме с Иваном прыгнул с парашютом. Сюжет об этом сняли журналисты одного из федеральных каналов.
А до этого кот успел покататься на горных лыжах, полетать на глайдинге, прыгнуть с трамплина в пропасть на резинке и сплавиться по бурной реке на катамаране. У Тоти даже есть свой канал, который ведет хозяин. А все начиналось с прогулки на велосипеде. Для этого Иван сшил специальную шлейку своему подопечному, чтобы животное было в безопасности в случае непредвиденных ситуаций на дороге. А вообще-то вопрос, кто кому хозяин в этом дружном тандеме, скорее философский. Получилось, что не я выбрал котенка, а котенок выбрал меня. Вот, то есть этот товарищ прибежал, уселся у меня в ногах, вот, ну и минут 20 не отходил, на меня смотрел, дескать, вот я, бери меня, зачем тебе кто-то другой? Я говорю, ну вот этого тогда забираю. Мне говорят, ничего себе, ты какой хитрый, самого умного забираешь. Иван сам удивляется, как кот спокойно переносит все экстремальные активности. Даже мяу от него редко услышишь, признается хозяин. Заинтересованность Тоти выдает его любопытный взгляд. Когда мы подошли к краю скалы, то есть он уже просто уши он навострил, ему интересно, он выглядывает. Вот. То есть после совершения прыжка, когда веревка вот подхватывает, на видео этого не видно. Точно то же самое, когда это было при совершении прыжка с парашютом, что он высовывается из этого контейнера и начинает оглядываться. То есть ему интересно, то есть вот этот набегающий поток. В планах у Тоти и его хозяина опуститься в скафандре на глубину и получить звание «Приморский барс», которое дают за покорение 10 высочайших вершин в крае. Осуществление этих планов не за горами, и скоро кот Тотя станет настоящим барсом. Светлана Садовая, Вадим Перевалов, «Панорама». Вот всегда любовь к каким-то открытиям, к изучению неизведанного может вылиться вот в такие нетипичные для, в том числе, котов, увлечения. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о новостях, а мы после этого вернемся и еще немножко поговорим про то, что нас ожидает в выходные. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Цены на строительные материалы в России увеличились в августе этого года по сравнению с июлем на 9,96%, по сравнению с августом 2024 на 4,2%, следует из материалов Росстата. При этом цены на металлочерепицу снизились за месяц на 0,7%. Накануне в стенах Центра духовности в Горном районе в очередной раз прошла акция «Здравосмотр», направленная на повышение медицинской грамотности и раннюю диагностику заболеваний. На сегодня больше 60 человек воспользовались возможностью пройти профосмотр, проконсультироваться с врачом-терапевтом и проверить состояние своего здоровья. Пришедшим измеряют давление, берут анализ крови, делают электрокардиографию, определяют уровень сахара в крови, проверяют зрение и проводят общий осмотр терапевта. Населению это выгодно, удобно. В одном месте собираемся все, врач-терапевт, медсестры, смотрим также давление глаз и так далее. Да? Ну, благодаря этому пациенты приходят к нам, интересуются. И самое главное, приходят пациенты, которые ранее не были обследованы. И тем самым мы охватываем онкопоиск, раннее выявление факторов риска заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, дыхательной системы. В Усть-Алданском районе динамика на получение социального контракта стабильная. За последние 3 года социальным контрактом воспользовались 128 семей. В том числе на предпринимательскую деятельность выдано 89 контрактов, на ведение личного подсобного хозяйства 39. К примеру, в этом году соцконтракты получили 39 семей, а по получению данной помощи от государства одним из наиболее активных наследников является Бертусовский наследник. За последние 3 года в Бертусовском наследии социальным контрактом всего воспользовались 8 семей. Из них на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности заключили контракт 5 семей, на введение личного подсобного хозяйства 3 семьи. Из Владивостока был дан старт грандиозному автопробегу. Он охватил 33 города России. Пробег стартовал 7 июня, длился 3 месяца. На старт вышли 4 ретро-автомобиля и 6 водителей. Каждая остановка – целое событие. В городах участников встречали автолюбители и коллекционеры, проводились обсуждения. На маршруте попадались и самые редкие экземпляры машин. Дорога была суровой. Вопреки трудностям, 3 автомобиля доехали до дома своим ходом. В итоге автопробег объединил более 30 тысяч человек со всей страны.
Уникальные люди и машины были. В частности, вот первое, что мы встретили, вот что мне запомнилось, это в Тюмени. Я познакомился с Андреем Усиком. У него редкий Toyota Century, рогатый еще. Довольно-таки редкие машины, их уже практически нету. Также было классное знакомство в Рыбинске. Я познакомился с Александром. Александр, получается, уже больше 20 лет занимается реставрацией американских автомобилей. Тоже было очень интересное знакомство. И таких людей, на самом деле, очень много. Их список очень большой. И эти люди еще рассказывают о других людях, которых тоже рекомендуют заедь к ним, посети. И поэтому мы уже рассматриваем следующий маршрут, когда нужно проехать, увидеть это все, рассказать и показать своей аудитории. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а мы возвращаемся к обсуждению того, что нас ждет в ближайшие дни. Уже в эти выходные в том числе будет яркое танцевальное событие, открытый баттл, где каждый желающий танцор сможет продемонстрировать свое мастерство. О том, что представляет собой этот захватывающий формат соревнований и как развивается вообще танцевальная культура в Якутии, нам расскажет Катерина Потапова, танцор-хореограф, победитель и судья всероссийских и международных фестивалей и организатор танцевальных мероприятий. Доброе утро. Доброе утро. Вот, ну да, танцевальный баттл, что это вообще за событие? Ограничен ли он там по видам танцев, по стилям танцев и так далее? И как будет проходить это все и где? В этот раз он будет проходить вот в День города 14 сентября в Старом городе, и у нас там будет чуть-чуть ограниченное время, и мы решили сделать два основных направления на этот раз. Это all styles, то есть все стили в силе. Все баттлы проходят в формате то, что у каждого танцора есть буквально минута, чтобы показать свой танец против своего оппонента. Да? И уже судья решает, кто выигрывает прямо вот в моменте. То есть они не знают, какой трек включается, диджей все решает сам. И у нас будет направление для детей и для взрослых. То есть, получается, танцоры заведомо не будут знать, какая будет музыка, конечно, но при этом свой стиль, свой танец они должны так интерпретировать. Конечно. Да, тогда это очень усложняет, да, историю, потому что... как бы с точки зрения профессионализма именно танцевального, да, возможно ли, вот, ну, просто я не знаю, да, я с танцами очень на «вы», но тем не менее, можно ли любой танцевальный стиль в любую музыку интерпретировать? Конечно, можно, да. У нас просто есть несколько основных стилей в Якутске. Это хип-хоп, брейк, паппинг, вакинг, хилс и там хаус, да, ну, несколько танцоров. Но в целом мы знаем, сколько танцоров в каком стиле есть направлений, поэтому мы решили не делать много таких, там, например, сделать 5 направлений, там по 5-6 участников будет, решили сделать все вместе, чтобы это было более зрелищно, и потому что в День города обычно зрители, они все просто гуляют, смотрят, и хотелось бы как-то их взгляд приковать. Да. Вот. Но мы говорим именно танцевальный баттл, да, все-таки слово баттл, его можно и перевести, и дословно перевести, и контекстно перевести. Вот для вас лично что означает слово баттл? Баттл — это полная импровизация, и сложность в том, что ты не знаешь, это зависит от твоего настроения, да, от судьи, от того, какая будет атмосфера. Поэтому баттл — это про самовыражение и про то, чуть-чуть про спортивный интерес, конечно. Это не совсем спорт, конечно, танцы, но баттл показывает очень сильно характер танцора, его намерение и его характер именно в танце. Ну, а вообще, как вы сказали, да, импровизация. Ну, это будет импровизация. Можно ли все-таки к такому формату как-то подготовиться? Может быть, есть какие-то секреты? Опять же, мы говорим, что ты не знаешь, какая будет музыка, а музыка может и тактами отличаться, да, и долями, и прочее, прочее, прочее. Можно ли как-то вот к этому быть готовым? Просто тренироваться. Да, ну, конечно, там много аспектов, то есть музыкальность, подача и, конечно же, техника. В основном это 3 показателя, по которым судит судья. И надо просто больше практиковаться и больше под разную музыку танцевать, потому что у каждого стиля есть свое направление, да, музыки. И танцор, если он хочет именно вот All Styles, он сложен тем, что там может быть абсолютно разная музыка. И мы в этот раз там решили добавить изюминку и добавить определенные треки, которые будут, ну, в честь Дня города, они будут вписываться прямо прекрасно. Поэтому это будет зрелищно. А кто все это будет оценивать? Мы упомянули, что это будут жюри. Кто, ну, то есть, может быть, не поименно, но хотя бы по сути, кто это такие? Мы приглашаем чаще всего танцоров, которые танцуют уже, ну, минимум больше 5 лет.
И очень хорошо себя показывают в танцевальной культуре не только в республике, но и в России. Ну, стараются постоянно развиваться и преподают, и имеют своих учеников, например, да, которые имеют свой опыт в этом. Ну, вот теперь хотелось бы поговорить про ваш опыт именно в баттлах как участницы. Да, вот помните ли, может быть, свой самый первый танцевальный баттл? Что помните, что об эмоциях самое главное? Да, ну, конечно, помню, это было ужасно, потому что я, конечно, боялась, я вообще не знала, что делать. Мне просто мои ребята сказали: все, Катя, выходи, у тебя получится. Я вышла, я не помню, что я сделала, я просто была в состоянии, хоть бы это быстрее закончилось. Хотя это длится всего лишь 40 секунд или максимум минута. Ну, растягивается, наверное, как вечность. Да, это как стоять в планке, да, 30 секунд, и ты думаешь, когда же это закончится. Но вот такие ощущения у меня были. Я до сих пор смотрю на свой выход, и мне просто, ну, очень забавно. Да, все-таки в танце оно что важнее, да? Техника танца, вот мы сказали, опять же, что тренироваться поможет подготовиться к импровизации, или все-таки эмоция, потому что, ну, как будто бы любое творчество и любое искусство, а танец все-таки это тоже из разряда творчества и искусства, оно живет на эмоциях, то есть главное поймать эмоциональную волну, ну, вот как бы, мое мнение, да, вот хотелось бы профессиональный взгляд узнать. Да, вы правы, но можно сказать так, что если ты хочешь реально стать каким-то классным танцором, выйти на какой-то определенный уровень, да, то нужно, конечно, сперва подтягивать технику. Мы все приходим в танец от любви, то, что нам нравится двигаться, нам нравится музыка, но прожить там можно только если ты будешь дисциплинирован, тренироваться и воспитывать в себе вот это вот, все равно это чуть-чуть про физическое состояние именно спорта. Тебе нужно тренироваться много, чтобы быть всегда готовым ко всему годам, потому что баттл — это не так, что показать готовую программу. Там надо быть готовым и к музыке, готовым быть к судье, готовым быть к тому, что, возможно, у тебя не будет настроения танцевать, да, и это тоже эмоциональная такая составляющая, но если ты уверен в том, что это же фундамент, как у нас дома стоят на сваях, фундамент должен быть именно на технике строиться. То есть, наверное, даже можно перефразировать, что техника — это твой набор инструментов, которые ты можешь применить, а эмоции — это то, чем ты руководствуешься. Да, заправить это все. Да. Вот. Помимо танцевального баттла, насколько известно, проводите также ежегодный фестиваль «О чем танцуешь», он так называется. Почему такое, необычное, на самом деле, название? На самом деле, я просто думала, как назвать. Я до этого вела подкасты, аудиоподкасты, звала российских танцоров на беседу, и я думала, о чем мы будем говорить. И у меня был вопрос в конце, ключевой, я спрашивала, о чем вы танцуете. Я вот решила так назвать этот подкаст, потом в итоге мы решили сделать фестиваль и назвать его так. Он будет, кстати, в октябре. Ну тогда, как говорится, бумеранг вернулся. О чем танцуете вы? Я танцую в разное время по-разному, но сейчас я танцую о жизни. Ну, интересный такой подход, интересный ответ. Ну и завершая, наверное, беседу нашу, тоже вопрос из разряда именно готовности вот к таким мероприятиям, да, к таким баттлам и так далее. Все-таки они обычно проходят тоже в таком интересном визуальном формате, да, я, насколько понимаю, в круге все зрители стоят, танцоры заходят в круг, да, как немножко такая арена получается полноценная. Вот ваш совет тем, кто только-только вот первый раз, может быть, заходит в этот круг, боится сделать шаг, с чего начать, как вот в моменте уже быть готовым собраться? Просто делать. Просто делать, да, никаких секретов нету. Либо ты делаешь, либо ты не делаешь. То есть, если вы тренируетесь, если вы хотите себя показать, то у вас есть эта возможность, ее надо использовать, потому что у нас баттлов не так много, и не так много возможностей просто выйти и показать свой танец. А зрители там уже стоят, они готовы принимать, поэтому нужно это просто использовать. Просто не думать о плохом. Просто делать. Просто делать и получать удовольствие. Ну, Катерина, спасибо за эту беседу. С наступающим вас Днем города, с наступающим таким классным, интересным мероприятием. Я надеюсь, многие придут посмотреть. Мы пообщались. Тогда, особенно те, кто с танцем не знаком, хотя просто визуально посмотреть, это будет необычно и классно. Спасибо за эту беседу и желаем дальнейших успехов. Ну а вас, дорогие зрители, мы готовы отправить в эту пятницу наступившую, пожелать в том числе на будущее хороших выходных. Поздравляем всех жителей Якутска и гостей столицы с наступающим Днем города. А закончим сегодняшний эфир мы традиционно музыкой. День города — это все-таки про любовь к своему городу, а мы в нашей сегодняшней песне поговорим про патриотизм в более глобальном смысле.
Сквозь туман и дождь, как в сказке, вижу я родные краски. Здесь мой дом, моя душа, здесь мечты мои живут, дыша. Каждый шаг как будто в детство возвращает, не дает уснуть. Здесь я чувствую, что сердце вновь готово в путь. Я слышу голос ветра, что шепчет мне о прошлом. Здесь время замирает, и я забываю обо всем. Здесь я снова обретаю ту силу, что во мне живет. Россия, ты меня встречаешь, а сердце вновь поет. Россия, ты моя судьба, ты в сердце моем навсегда. Твои просторы, как мечта, твоя душа, моя душа. Россия, ты моя судьба, та сила, что во мне живет. Россия, ты меня встречаешь, а сердце вновь поет. Россия, ты моя судьба, ты в сердце моем навсегда. Твои просторы, как мечта, твоя душа, моя душа. Россия, ты моя страна, ты вдохновляешь, как весна. Ты даришь силы мне идти, ты освещаешь мой путь. Светом залиты просторы, слышу в юге разговоры. Не горят во тьме лучи, путеводный мой маяк в ночи. Зимний снег сменяет весны, расцветает вся земля вокруг. Здесь мечтается так просто, вновь под речкой звук. Я слышу голос ветра, что шепчет мне о прошлом. Здесь время замирает, и я забываю обо всем. Здесь я снова обретаю ту силу, что во мне живет. Россия, ты меня встречаешь, а сердце вновь поет. Россия, ты моя судьба, ты в сердце моем навсегда. Твои просторы, как мечта, твоя душа, моя душа. Россия, ты моя судьба, ты в сердце моем навсегда. Твои просторы, как мечта, твоя душа, моя душа. Россия, ты моя страна, ты вдохновляешь, как весна. Ты даришь силы мне идти, ты освещаешь мой путь.